Жители Коми делятся своими новостями в сети, публикуют фотографии и видеозаписи. Где НЛО, говорят, приземлился, а где бассейн появился. Об этом мы узнали из соцсетей. О чем еще в эти дни говорит вся республика, знает моя коллега Виктория Денисова. Виктория, вам слово. Спасибо, Ксения. В Ухте неудачно приземлился НЛО. Как эту ситуацию прокомментировали в сети. Во дворе по улице Тиманской на один из припаркованных автомобилей свалилась телевизионная тарелка. Она пробила заднее стекло машины, да и так и застыла, будто бы является ее частью. Глядишь, так лучше ловить будет. Ваша заявка принята, но сроки работ сказать не можем. Такой ответ получили жильцы одного из сыктывкарских домов по улице 28-й Невельской дивизии. Дверь подъезда держалась на одном доводчике. Жалобы сыпались в управляющую компанию с марта, вот только результатов никаких. Дверь, между тем, все же отвалилась, но и тут не свезло. В тот же день ее похитили, причем вместе с доводчиком. Снег тает, повсюду лужи и слякоть, но это только полбеды. Под снежными завалами другая напасть – мусор. Жители Сыктывкара публикуют фотографии, на которых красуются чуть ли не горы из отходов. Кто говорит о бездействии администрации, кто винит управляющие компании, а кто и вовсе жильцов. Мол, сами беспорядок устроили, а теперь жалуются. До спортивной школы добирайся хоть вплавь. Речь об одном из сыктывкарских учреждений. Его фотография появилась в сети. Дойдешь, а тренировка уже и не нужна. Считай, целую дистанцию преодолел. Автор поста, в свою очередь, отмечает, такая проблема здесь бытует не только весной. Всякий раз после дождя около здания появляется своего рода бассейн. Немного ветрено. Так озаглавили публикацию в одной из групп ВКонтакте о Воркуте. На фото – гаражи. Все бы ничего, вот только строения стоят без крыш. Покрытие унесло ветром. Вот оно, доброкачественное строительство, сетуют комментаторы. Благо еще никто не пострадал. Ну а мы ждем ваших сообщений в группе телеканала Юрган ВКонтакте, чтобы поделиться ими со всей республикой. Ксения, эфир ваш.